главный режиссер Ингушского театра юного зрителя. Вот уже без малого 40 лет работает с куклами и творит настоящие чудеса. Выпускница Ярославского государственного театрального института имени Волкова, по специальности актер театра кукол. С 2002 года она исполняет обязанности главного режиссера театра, в должности которой была утверждена в 2009 году. Но как режиссер-постановщик проявила себя еще с 1998 года, когда начала ставить свои первые представления. В 1997 году стала лауреатом премии «Золотая лань» Министерства культуры Ингушетии. В ее наградном списке многочисленные грамоты и благодарности, среди которых почетные грамоты главы Ингушетии, регионального правительства, Народного собрания, а также грамота ФСБ Российской Федерации пограничного управления по республике. В 2018 году стала лауреатом премии Министерства культуры и архивного дела Республики Ингушетия в номинации «Режиссер года». В гостях у «Потолкуем» заслуженный деятель искусств, народная артистка Республики Ингушетия Лейла Герихановна Хадзиева. Маршал Халчан, телехижер Хой. С вами передача «Потолкуем». И я, как главный герой, главный режиссер театра юного зрителя Хадзиева Лейла. Первый вопрос. Как вы можете охарактеризовать себя в 2 словах? У меня, конечно, я могу о себе говорить долго, потому что я очень требовательная, трудолюбивая, ответственная. Поэтому, если в 2 словах, очень преданная, верная и ответственная. Второй вопрос. Когда вы решили стать режиссером и почему? Ну, режиссером, я думаю, я уже в детском возрасте, когда начала сочинять сказки, там, где мы жили во дворе, 4 семьи было, с кем я проводила репетиции, ставили «Золушку», поэтому говорить, что это было уже в взрослом возрасте, не стоит. Режиссером я уже была лет где-то в 12. Что привело вас именно к режиссуре? Вы знаете, каждый человек в детстве мечтает о какой-то сказочности в жизни. Наверное, вот это сопутствовало мне всю свою жизнь, особенно в детстве, когда мне хотелось фантазировать, все свои фантазии воплощать, и именно эта тяга к режиссуре у меня появилась в детстве. Так. Опишите свое самое большое достижение и самый впечатляющий провал. Скажу вам, будучи на фестивале, мы пригласили режиссера, который будет ставить спектакль у нас в театре. К сожалению, это была моя задумка, это мое предложение было. После постановки этого спектакля было очень много пререканий. И на этом наше сотрудничество с этим режиссером закончилось. И я думаю, что это был вот такой, знаете, первый провал, и я потом уже стала учиться на своих ошибках. Бывают ли моменты, когда вас покидает вдохновение? Конечно, бывает, как и у любого человека, но я вам скажу, что я в театр всегда прихожу с таким внутренним темпераментом своим, вдохновением. И если что-то идет не так, как я задумала на определенный день, то, конечно, в конце рабочего дня мне кажется, что мне очень плохо, поэтому всегда нужно искать положительные эмоции, рассчитывать на свои силы, тогда все будет нормально. Опишите свою рабочую обстановку. Мой рабочий день начинается в 9:30, именно рабочий день, хотя я прихожу в 9 часов. Я просматриваю свою почту, работаю с тем материалом, который должен идти на репетицию.
перезваниваю всех своих актеров, чтобы они были вовремя на репетиции. Мало того, у меня параллельно идет работа с художниками, с режиссерами, которые сотрудничают с нашим театром. В этом году у нас 2 новые постановки, поэтому, знаете как, мой телефон работает бесконечно, потому что все время у нас идет общение и с режиссерами, и с художниками, и с композиторами, потому что выпуск спектакля – это большая объемная работа, в которой ты затрачиваешь очень много силы и энергии. В чем секрет успеха? Ну, вы знаете, может быть, успех – это так громко сказано. Я не тщеславный человек. Я очень люблю свою работу. Все, кто вокруг меня, знают это. И я требую от них того же самого. Раз это детский театр, мне, конечно, хотелось бы, чтобы все в нашем театре было все идеально. Какие советы вы можете дать новичкам? Ну, я так поняла, новичкам в режиссуре или вообще человек, который идет в театр. Он должен понимать, что он работает не в обыденном, да, в сфере организации, не в сфере культуры, а именно в театре. Здесь нужно знать этику, здесь нужно знать специальность, здесь нужно иметь профессию. Мало быть хорошим человеком, именно в театре должен быть человек, который любит театр, любит свою работу. В противном случае он долго не задержится. Вы остаетесь самим собой, выполняя свою работу. Вы знаете, никогда себе не изменяю, я какая есть и в работе, и в жизни, и на сцене. Я не двухличный человек, я очень открытый. Поэтому я везде одинаковая. Приходилось ли вам в работе переступать через свои принципы? Ведь, да, конечно, это, по-моему, шаги любого руководителя, а я руковожу творческим составом. Да, когда бывает обидно или неправильно сказанное слово, конечно, тебе нужно свои не только принципы. У меня есть свои устои, черта, за которую я не перехожу, и того же требую и от других. И если где-то я понимаю, что человек не может делать то, чего я требую, конечно, мне приходится здесь немножко сжиматься и находить и искать подход к тому или иному работнику. В любом деле есть переломные моменты. Какие были у вас? Вы знаете, переломные моменты, они у каждого есть, и мы знаем, что любой человек по-своему переживает его. Но есть очень важные моменты. Когда ты в театре, мы ведь говорим о театре, вот на данный момент мы очень долго ждали, когда нам построят здание, когда можно будет приглашать зрителя уже в профессиональное здание, профессиональный театр. И вот недавно совершенно произошло это чудо, открытие нашего нового ТЮЗа, театра юного зрителя, прошел капитальный ремонт. И я вам скажу, вот пока его не сдали, мы каждый день там со всем своим коллективом работали, помогали рабочим, вычищали, оттачивали каждую деталь там, потому что понимали и знали, что завтра нам там работать, и требовали от подрядчиков того, чтобы это соответствовало стандартам. И вот сегодня я могу с такой гордостью сказать, вот этот переломный момент именно в театральной жизни республики, он произошел, а так в жизни я, конечно, не хотела бы личные вещи выносить. Что мешает вам жить, а что помогает? Жить? Вообще, я удивительно сделала для себя вывод. Вокруг меня очень
позитивные, добрые люди. И если кто-то меня недопонимает, это нормально. Каждый со своими особенностями. И хочу сказать вам, что если, придя домой, ты анализируешь весь свой рабочий день общения со своим коллективом, то я точно могу сказать, я за ночь могу перестроить свою позицию, и утром я буду совершенно другой, такой, чтобы весь мой творческий состав, он был бы готов к работе. В чем плюсы и минусы работы режиссера? Хочу коротко и ясно сказать. Плюсов очень много, минусов мало. Минусы – это когда критикуют твой спектакль, а плюсы – то, что актеры выполняют твою задачу, поставленную именно в той или иной постановке. Конечно, хорошо, когда команда творческая, и она задачу сразу же понимает и начинает работать. Минус, когда режиссер не может дать актеру того, чего хочет сам актер. К сожалению, эта тенденция, она не только у нас в театре, она и в России, я имею в виду в республике. Актеру надо давать больше свободы выбора той или иной пьесы. Что или кто является самой большой гордостью вашей жизни? Я безумно люблю свой театр, но с семьей ее не смешиваю. Это мой самый любимый, дорогой ребеночек, доченька моя Эльза. За нее я готова отдать жизнь. Все, что я делаю во благо нее. Какие 3 книги вы бы посоветовали прочитать каждому человеку? Вы знаете, такие вопросы, вот там к психологу пойдешь, тоже задают, какие 3 книги. А как посоветуешь человеку? Прочитай. Это по состоянию души твоего, по потребностям, по тому, как ты живешь. Книги, которые я читаю, это русская, ингушская классика. Поэтому любую книгу, которую вы возьмете, прочитаете, это вам во благо. Расскажите о своем самом сильном страхе. Ой, бывают детские страхи, взрослые страхи. Это только одно, по-моему. Я человек, который боюсь обидеть человека. И знаете, самое главное – преодолеть страх в себе. А страх, конечно, у каждого человека есть страх перед смертью, потому что грехов много, сказано много, сделано много. И я всегда боюсь уйти на тот свет, не попрощавшись, не извинившись. Если я кого-то обидела, я обязательно подойду, извинюсь, и мне от этого комфортно становится. Конечно, самый большой страх – это в тебе, который в каждом, наверное, человеке сидит. Это не потерять своего внутреннего качества, порядочность, доброта. Я всегда стараюсь, в последнее время почему-то начала злиться, но понимаю, что это может быть неправильно, но внутри себя борюсь с этим. Борюсь с тем, чтобы не озлобиться, быть добрее. Поэтому вот те качества, которые во мне, я не хотела бы терять, и все равно во мне этот страх есть, лишь бы оставаться той, какой я есть на данный момент. Можно ли с уверенностью сказать, что вы счастливый человек? Конечно, можно. Ведь человек проживает свою жизнь и анализирует свой пройденный путь. У меня нет ни врагов, у меня все друзья, меня везде уважают. И я, соответственно, надо отдать должное, что семья, это театр, который я сегодня выстроила, да, он один из лучших театров
Поэтому в семье у меня все есть, муж, дети. Сама я самодостаточно реализовываю все свои творческие проекты. Братья, сестры, дяди, тети, всех люблю. Безумно рада бываю их увидеть. Поэтому, ну как не сказать, счастливый человек. А вообще счастье, что это такое? Когда все твои близкие, родные люди рядом, живы, здоровы. Является ли мечтательность хорошим качеством? Конечно, это нас, знаете, мечта что? Мечта – это наше внутреннее желание прийти к какому-то результату. Всегда нужно верить, и вот это желание должно присутствовать внутри тебя. Иначе дорога тебе не откроется, и ты не увидишь то светлое, то, что, к чему ты стремишься. Мое желание детства было, в детстве было, будучи уже взрослой, я всегда говорила, я буду самой счастливой женщиной, я буду иметь свой театр, свой дом. Это все есть. Человек, каждый должен себе найти ту дорогу, по которой он пойдет, и в конце туннеля вот эта мечта, да, звездочка, радуга, она должна у всех быть. Расскажите о самом лучшем совете, который принес вам хорошие результаты. Совет. Мне мама всегда говорила: умей прощать, и тебе простят. Поэтому это самый лучший совет. Что бы в жизни ни происходило, какая бы ни была обида, надо находить в себе вот эти качества прощения. Вот это самое лучшее. Ты комфортно живешь, спокойно спишь. Как вы реагируете на критику в свой адрес? Вначале бывает, что я недопонимаю критику в свою сторону, потом анализирую, потом успокаиваюсь, пью стаканчик, кружку кофе, и все. И, в принципе, я уже бываю через час-два готова к общению с тем человеком, кто меня там раскритиковал, или мою работу, или театр. Единственное, не могу критику простить в адрес театра, если что-то говорят, именно про ТЮЗ. А так все нормально. Может ли одиночество быть полезным? Отрицательно отношусь к этому. Нет. Человек должен общаться, находить себе друзей, быть в кругу друзей. В противном случае одиночество замыкает в тебе твои очень полезные навыки общения с людьми. Когда человек одинок, он несчастен. А когда он несчастен, он может быть злым. Поэтому чем больше у тебя друзей, чем больше ты в кругу общения с теми людьми, с кем тебе комфортно, любые горести можно пережить. Перечислите самые яркие ваши минусы. Так, про плюсы говорила, что я идеальная. Теперь про минусы. А что там у меня минусы? А у меня разве есть минусы? Есть, наверное. Минусы, знаете, в чем? В том, что я требую от людей такого же отношения к себе, как я к ним отношусь. Наверное, нельзя от людей требовать того же. Какую пользу вы можете принести обществу? Вот живет человек и не знает, нужен он этому обществу, республике, стране. А когда ты начинаешь что-то творить, и когда это приносит пользу, ты начинаешь понимать, что
ты войдешь в какую-то историю, и не только пользу, а ты будешь в рядах становления общества. Поэтому все, что делает человек, он должен понимать, если он в театре работает, для чего он создает спектакль, для кого он создает спектакль, кто его будет смотреть. Если в этом спектакле поучительная часть, ведь очень важно, что ты хочешь этим передать. Поэтому в моих спектаклях это в первую очередь отношение к матери, отношение двух братьев, отношение к героям, людям, которые ушли без известности. Знаете, вот недавно подвиг Горянки про Асия Тутаеву ставила спектакль. Я выложилась настолько, что я потом неделями отходила. Очень сложный материал был про эту Асия Тутаеву писать, потому что кроме того, что было в музее, а в музее очень мало информации, я рада, что я этот первый шаг сделала. И второй шаг у меня, вот я готовлю «Мальчиши-бальчиши», именно про наших подростков, ингушах, которые ушли на фронт в 10, в 9 лет, в 11 лет. Я нашла информацию, которая была засекречена, их всего 36 детей. Дети, потому что и 9 лет там есть, которые ушли на фронт, и мы о них, в принципе, вообще ничего не знаем. Значит, человек, который ищет эти формы, да, сегодня рассказать о своем народе, то значит, я какую-то пользу приношу. Поэтому говорить о том, что я бесполезная, я не думаю. Уважаемые телезрители, на этом все наши вопросы исчерпаны. Постаралась ответить от души, поэтому желаю вам всем здоровья и до новых встреч. Адикрельш.